В Международный день дарения книг Татьяна Журавлева, руководитель Чувашского книжного издательства, преподнесла Национальной библиотеке Чувашской Республики щедрый дар – 52 книги, среди которых эксклюзивный подарочный альбом в футляре «Чувашия древняя и вечно молодая». Познакомимся с ним поближе. В 2020 году Чувашия отмечала столетие образования Чувашской автономной области. К этой дате в Чувашском книжном издательстве, которому в прошлом году исполнилось также 100 лет, вышла книга-альбом «Чувашия древняя и вечно молодая». В ней отражена краткая история чувашского народа от первых упоминаний о нем в летописях до наших дней. Авторы-составители – ученые-историки ведущих вузов и Государственного исторического архива Чувашии. Материал для книги помогли собрать работники республиканских газет и телерадиокомпаний, предоставляя данные своих архивов. В нее включены уникальные архивные документы и фотографии. История и красота земли чувашской отражена в репродукциях картин Анатолия Митова, Никиты Сверчкова, Николая Овчинникова и других известных чувашских художников, а также фотографиях старых, черно-белых из архивов и новых, ярких и цветных. Книга «Биография Чувашии за 100 лет». Это наиболее значимые события в становлении республики. В альбоме несколько специальных конвертов, в которые вложены копии уникальных архивных документов в виде сложенных листов. Среди них письмо 9-летней девочки к Сталину, письмо и открытки с фронта, страницы выпусков «Красной Чувашии», сообщающих о начале Великой Отечественной войны и о победе в ней, выписка из постановления об организации и проведении на территории Чувашской ССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей в 1941 году, о полете в космос Андриана Николаева, советские талоны на продукты и другое. У книги есть еще одна фишка. Наведя смартфон на QR-код, читатели смогут посмотреть видеозарисовки и фильмы, посвященные юбилейным датам Чувашии, предоставленные Госкиностудией Чувашкино. Сувенирный комплект «Чувашия древняя и вечно молодая» дополняет ручка с логотипом «Столетие Чувашской автономной области» и медальон «Чувашское солнце». Необычная подача материала заинтересует все поколения читателей.